tere, lapsed! Olen teie eesti keele õpetaja. Täna meil on jälle kordamistund ja meie tunni teema on vaba aeg on vahva aeg. Kordame seda teist osa. Kordamine meil on hästi suur. Meil on 80 slaidi, mis on tegelikult väga palju. Ma loodan, et te olite tublid ja eile kordasite ise. Täna vaatame siis vastuseid. Ja tahan küsida teie käest, kuidas teil läheb? Kas teil läheb hästi? Kui teil läheb hästi, siis on hästi. Mul ka läheb hästi. Alustame. Nii, sõnavara. Ma nägin, kes õppisid sõnu. Я видела, кто учил слова. На Quizlet я могу за вами наблюдать. Но также я видела, кто слова не учил. Поэтому большая просьба все-таки слова не забывать и их время от времени повторять. Многие зарегистрировались, да, молодцы, вошли в группу, но после этого так ничего не сделали. Хотя я 2 раза говорила о том, что слова надо повторять. И даже говорила, что именно надо выучить. Поэтому тут я была немножко расстроена тем, что вы вообще ничего не делали. Ну, некоторые. Некоторые прям молодцы, конечно. Очень много повторяли, я видела, играли в игры. Umnički. Nii, me läheme kuhu? Me õppisime seda, te teate, et meil on 2 lõppu, 2 окончания у нас есть, se ja le. Ja meil on lühike vorm, korotkая forma. See, nagu vene keeles v, очень совпадает с русским языком v. Le tavaliselt nagu vene keeles na работу tööle. Ja lühike vorm tähendab tavaliselt ka nagu vene keeles v. Lühike vorm, короткая форма тоже обычно обозначает, обычно, как в русском языке, предлог в. Например, в школу kooli. Lühike vorm. Ja siin on näited, te vaatasite polikliinikusse, teatrisse, kohvikusse, esikusse, aga ekskursioonile, näitusele, na võstavku, tööle, na работу, saarele, na ostrov, korrusele, na etaž. Например, ma lähen teisele korrusele, na второй этаж. Ja lühike vorm в лес, metsa, в парк, парки, в кино, kinno, в музей, muuseumi, в библиотеку, raamatukokku, в школу, kooli. Вы видели в учебнике, что у вас дана, например, библиотека, да, raamatukogusse и raamatukokku. Но если есть короткая форма, эстонцы будут использовать в основном короткую форму, чтобы bыстрее сказать. Nii, ja mõned siis sõnad, mis ei klappi vene keelega, которые не совпадают с русским языком, ei klappi vene keelega, на пляж, никакого rannale не будет, randa. No, seda te juba vaatasite. Kui te tahate korrata neid vorme, повторить формы, можно здесь. Эта ссылка всегда для вас открыта. Вот, поэтому заходите в любое время и повторяйте. Aga siis hakkame ennast kontrollima. Ma loodan, et eile te kordasite ise. Вчера вы повторяли сами. Я надеюсь. Поэтому теперь мы можем повторить все вместе. Te võite teha oma vihikud lahti. Можете открыть свои тетрадочки и сравнивать свои ответы. Мы идем в кино. Мы. Идем, да, то есть, один раз мы сходим, поэтому это глагол minema. Me läheme и в кино только что повторяли lühike vorm kinno.
Me läheme kinno. Родители пошли в театр. Родители. Vanemad пошли. Läksid. Да, то есть это, они уже сделали, они уже ушли. В театр. Длинная форма. Pikk vorm. Teatrisse. Иди в комнату. Приказ. Иди. Глагол у нас тот же самый. Minema. Иди. Mine. В комнату. Lühike vorm. Tuppa. Mine tuppa. Можно еще добавить иди в свою комнату. Mine oma tuppa. Я пойду на тренировку. Будущее время. Да, я пойду. Вы знаете, что будущего времени у нас не существует в эстонском языке, то есть какой-то отдельной формы не существует. Мы говорим, используем форму настоящего времени. Я пойду, как я иду, ma lähen. На тренировку не совпадает с русским языком, ei klapi vene keelega. Siin on lühike vorm trenni. Ma lähen trenni. Бабушка пошла в поликлинику. Опять-таки пошла, да, то есть все, она уже ушла из дома, значит прошедшее время. Бабушка, vanaema, пошла. Läks polikliinikusse. Vanaema läks polikliinikusse. Nii, ma loodan, teie vastused olid õiged. Lähme edasi. Millest? Из чего? Seda me kordasime ka, millest on tehtud, из чего сделано. Siin teil oli ka iseseisev väike ülesanne. Kopeerime seda ja kontrollime teie vastused. Кукла сделана из бумаги. Кукла. Nukk, сделано. On tehtud. Я надеюсь, вы запомните уже эту конструкцию. On tehtud. Сделано. Из бумаги. Millest. Millest. Вопрос всегда вам подсказывает. St окончание, значит бумага. Paber. Paberist. Nukk on tehtud paberist. Машинка у нас сделана из дерева. Машинка. Auto или mänguauto on tehtud дерево puust. Auto või mänguauto on tehtud puust. Салат у нас сделан из помидора и огурца. Салат on tehtud. У нас один помидор и один огурец. Tomatist ja kurgist. Ja. Если вы вдруг вместо «и» написали «у», то у вас получится горло, поэтому горло. Так что осторожно. Должно быть «и». Kurgist, потому что kurgust, например, kurgu, valu, это уже горло болит. Kurgu valu. Так что kurgist. Из огурца, будьте внимательны. Варенье у нас сделано из арбуза. Варенье. Moos on tehtud arbuusist. Väga lihtne sõna, arbuus. Sama sõna nagu vene keeles. See on väga lihtne. Moroženе, no seda te kõike teate. Jäätis on tehtud piimast. Nii lihtne see ongi. Вот так это просто. Lähme edasi. Nii, ja meie panema ja võtma. Всегда в эстонском языке, если мы что-то надеваем, снимаем или у нас что-то на теле надето, это всегда будет глагол плюс какая-то частичка. Ну, никак в эстонском языке без этого нельзя сказать. Nii, aga siis
Kordame. Ma panen kleidi, ja надеваю, куда? Selga. Ma panen mütsi pähe. Ma panen saapad jalga. Ma panen kindad kätte. Ma panen salli kaela. Tublid, lähme edasi. Mul on. На мне что-то надето. Mul on kleid seljas. Mul on müts peas. Mul on saapad jalas. Mul on kindad käes ja mul on sall kaelas. Lähme edasi. Ma võtan kleidi seljast. Ma võtan mütsi peast. Ma võtan saapad jalast. Ma võtan kindad käest. Ma võtan salli kaelast. Tublid. Lähme edasi. Nii, kordame riideid. Ma loodan, et riideid te kordasite. Soe sall, teplый šarv, ilusad sõrmkindad, красивые перчатки. Sõrmed у нас пальчики на руках. Как, кстати, будут пальцы на ногах? Ну-ка, вспомните быстренько. Вarbad. Угу. Поэтому sõrmkindad – это перчаточки. Потому что sõrmed – это пальцы на руках. Talvemüts. Да, видите, опять слитное слово. Talvemüts. Зимняя шапка, потому что, ну, видите, опять слово зимнее у нас. Мы уже говорили об этом, да, такого прилагательного не существует. А если такого прилагательного у нас как бы не существует в эстонском языке, то вы должны делать такое вот слитное длинное слово. Вот, берете слово talv, зима, прикрепляете его к müts, и получается у вас зимняя шапка. Мы уже говорили об этом, это распространенное такое явление в эстонском языке. Valged tennised, белые тенниски. Soojad valged põlvikud. Põlvikud, чулки у нас, да, получается. Tossud ehk. Это это обозначает ehk, то есть, да. Tossud кроссовки или ботинки. Tossud ehk botased. Ну, ботинки вообще можно называть вот любое, ну вот просто ботинки, да, вот. Не кроссовки, не спортивная обувь, а вот, ну вот просто какие-то ботинки такие повседневные. Ketsid. Vaata. Liiga suured ketsid. Liiga suured, тут такие ножки интересные нарисованы. Liiga suured, это слишком большие. Слишком большие у нас кроссовки. Nii, kollane jope, see oli arusaadav. Pikad püksid, длинные штаны, täppiline, да. Узоры мы с вами учили уже в 4 классе. Ну, кто был, по крайней мере, у меня в группе. Ну и вообще, в принципе, в учебнике узоры есть. Поэтому узоры вы должны тоже знать. Täppiline в горошек. Jälle, talvemantel, зимнее пальто. Одно слово. Но, aga, villane, kampsun, шерстяная кофта. Шерстяная, такое есть прилагательное, поэтому 2 слова. И тоже soe, rätik, теплый платок. Такое прилагательное есть, теплый, поэтому 2 слова. Nii, särk, рубашка ja T-särk, футболка. Triibuline, полосатый. Опять узор вы должны знать. Кабу. Кабу это, кстати, шляпа именно мужская. Опять-таки в 4 классе мы учили кабу. А женская шляпка это, вспомните, kübar. Ülikond, kostüüm. Vaatame veel tahapoole. Labakindad. Labakindad это варежки. Labakindad. Ну и кирью, вообще кирью это разноцветный. Они не совсем разноцветные, еще может быть пестрый.
Ну вот, наверное, они пестрые. То есть кирьо это либо пестрый, либо такой разноцветный. Пинцак, липс. Опять у нас пестрый галстук. Як. Опять-таки в 4 классе мы уже учили. Як. Ну это такая как накидка. Тексасет ja dressid. Ну вот это ваше любимое слово dressid. С английским языком путаете, да? Дресс это не платье в эстонском языке. Ни в коем случае это спортивный костюм. Sukkpüksid, колготки. Ruuduline в клеточку. Nii, ja kordame siis riideid. Теплый шарф. Soe sall, ботинки. Botased, длинные штаны. Pikad püksid, kurtka. Jope, белые tenniski, valged tennised. Lähme edasi. Zimняя šapka, talvemüts, platok. Rätik, полосатая юбка. Triibuline seelik, джинсы, teksased и свитер в клеточку. Ruuduline свитер. Платье в горошек. Täppiline kleit, блузка. Bluus, шерстяная кофта. Villane kampsun, рубашка. Särk и пиджак. Pintsak. Väga hästi. Nüüd kordame jälle riideid. Теперь вы должны были сами повторить и все записать. Mul on seljas, mul on peas, mul on jalas, käes ja kaelas. Ja siin meil on vastused. Ну, что у нас может быть на теле? Mul on seljas särk, рубашка, T-särk, футболка, клейт, платье может быть, блузка, плюс, свитер, теплая кофта, кампсун, ну и так далее. Надеюсь, вы записали столько, сколько вспомнили. Mul on peas. Что же может быть у меня на голове? Müts, шапка. У мужчин кабу. Это шляпа мужская, а у женщин шляпа у женщин. Kübar. Nii, mis veel meil võib olla peas? Кепка, например. У нас тоже было это слово. У него есть много разных вариантов, как оно будет писаться. Например, нокмüts. Еще говорят нокамüts. Или разговорный вариант это нокац. Нокац. Так тоже можно сказать. Ну, нокмüts. Нок это клюв, надеюсь, вы знаете. Ну, вот такая шапочка с клювом. Nii, mis mul on jalas? Ботинки, например. Botased. Если туфли, то kingad. Сандали. Так и будут, очень легко. Сандалит. Сапоги. Сапат. Ну, носки, кстати, тоже могут быть на ногах. Сокит. И, например, надеемся, что скоро настанет все-таки лето. И тогда можно будет надеть шлепки. Шлепки – такое смешное слово в эстонском языке plätud. Nii, no mis mul võib olla käes? No kindlasti kindad, перчатки, варежки, помните? Laba, kindad,
labakindad käes. Ja kaelas šarf это sall, a платок rätik. Nii, no vot sellised sõnad. Loodan, et te kordasite neid. Nii, ja viimane siis ülesanne teil oli kirjeldada Barbit, missugune Barbi meil on. See oli lihtne, tal oli vähe riideid. Tema seljas oli hall pildiga, tal on pilt, pildiga T-särk ja triibuline seelik seljas. Jalas tal on kollased kingad ja tal oli ka käekell. Nii, vaatame järgmist Barbit. Tema seljas on mis tal seljas on? Полосатая кофта какая-то, да? Как будет полосатая? Triibuline. Tal on triibuline. Но можем сказать либо плюс, но это не совсем плюс, конечно. Или, может быть, это kampsun. Triibuline плюс või triibuline kampsun. Можно ли это назвать сärk рубашкой? Ну, не знаю, может быть, можно. Särk. Nii, tal on triibuline плюс на теле, seljas. Так, как мы скажем, что у него там синие джинсы на ногах? Штаны обычно мы говорим, что они на ногах у нас. Вот юбка обычно на теле. Seelik on seljas, потому что она держится, ну, как раз на талии, да, в основном. Про штаны мы говорим, что они на ногах. Tal on sinised джинсы, teksased или teksat, teksapüksid тоже говорят. Sinised teksased, sinised teksad, sinised teksapüksid jalas. Еще у него на ногах коричневые сапоги. Veel tal on jalas korичневые pruunid saapad. Pruunid saapad. Nii, платочек у нее на шее. Tal on разноцветный, да? Помните, там у нас был разноцветный, пестрый в двух местах. Kirju. Tal on kirju. Ну, тут я вот не знаю, что вы написали, как вы думаете, что это шарф или платок? Ну, давайте напишем оба варианта. Tal on kirju sall, но я думаю, что это все-таки платок. Платок у нас rätik. Tal on kirju rätik kaelas. Nii, и в руках она держит шлем, каску. Tal on kiiver käes. И у нее тоже там часы или браслет. Tal on, если часы, то käekell, а если браслет, то käevõru. Nii, vot selline Barbie meil tuli välja. Veel kord vaatame ja lähme edasi. Nii, ja viimane Barbie. Mis on tema seljas? Ну, на теле у нее опять какая-то разноцветная, ну, скажем, все-таки блузка, наверное. Tal on разноцветная. Еще раз, как у нас это было? Kirju. Tal on kirju, блузка, плюс seljas. На ногах у нее длинные черные штаны. Tal on
длинные, pikad, черные, mustad, штаны, püksid. Если вы написали, что это джинсы, то, в принципе, это тоже все правильно. Pikad, mustad, püksid, jalas. Вот как мы назовем эту накидку? Ну вот я бы ее назвала как раз як. У нас было там слово, но если вы, например, написали jope, ну пусть будет jope. Мы тут конкретно не можем увидеть, что это такое. Не. Еще veel, tal on sinine, да? Sinine. Можем сказать, например, если это накидка, у нее джинсовая накидка. Ну, например, да, джинс teksa jak, teksa jak. Ну, такое может быть, в принципе. И это одно слово. Veel tal on sinine teksa jak seljas. И, скажем, фиолетовые туфельки на ногах. Как будет фиолетовый? Lilla. Kingad jalas. Nii, tal on kirju pluus seljas, tal on pikad mustad püksid jalas, veel tal on sinine teksajak seljas ja lilla kingad jalas. Что мы забыли? Мы забыли сумочку, у нее тут украшение какое-то и очки. Так, у нее в руке, значит, tal on käes сумка. Käekott, то есть не просто кот, а käekott, то есть такая сумка, которую именно в руке носят. Вот, потому что у нас еще есть, например, seljakott, да, от слова selg, спина, seljakott, рюкзак, да, ну логично, мы носим на спине рюкзак. И еще у нас, например, есть õlakott, õlg это плечо, то есть это такая сумка, которая перекидывается через плечо. Ну, мужские в основном, да, такие маленькие сумочки, вот, которые перекидываются через плечо и так носятся. Ну, женские тоже, конечно, есть. Aga temal on käekott. Nii, tal on käes käekott. Kaelas, на шее, kaelas, tal on, ну, скажем, украшение, да. Kaelaehe. Ehted. Это украшение. Kaelaehe, украшение какое-то. Nii, ja peas, на голове, peas, tal on приллid, очки. Или вы могли написать päikeseprillid. Päikeseprillid – это очки солнечные. Peas tal on päikeseprillid. Nii. Ja väga ilusasti kirjeldasime, tal oli palju riideid, у него было много одежды. Sulle on kiri. No siin oli veel paar slaidi, et tuletasin teile meelde, et see vene keeles nimetame seda koeraks, aga tegelikult eesti keeles see on ätt. Et kui te ütlete meile aadressi, nagu ma ei tea, noh, mingisugune teie nimi, perekonnanimi ja @gmail.ee ehk see eesti keeles ütleme mitte koer. Nii, ja kuidas alustada ja lõpetada kirja, mina ka teile igaks juhuks kirjutasin, igaks juhuks kirjutasin, et tere hommikust. Kui te kirjutate inimesele, kes ei ole teie nagu sõber, кто вам, ну, не друг, õpetaja, учитель, не друг, ну, кто выше вас, например, по званию, да, или с кем вы мало знакомы, ну, можно начинать lugupeetud, уважаемый, да, то есть с кем вы, ну, не состоите в таких дружеских отношениях, а в рабочих скорее. Вот, ну, или просто вы пишете незнакомому человеку.
А если пишете знакомому, то можно написать «Каллис», например, «Дорогой», «Дорогая». Вот. Ja kuidas lõpetada, я надеюсь, тоже посмотрели, как закончить письмо и вспомнили. Nii, aga mina tänan teid, te olite väga tublid ja ma soovin teile kena päeva.